секретным предписанием. Где была забота Даша, да? Вот, я вам письмо прочту от Андрея Ивановича Тимухова. Вот что пишет он. Любезный кум и благодетель. Уведомить. Вот спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернии и особенно наш уезд. Так как знаю, что в тобой водятся грешки, то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и живет где-нибудь в доме. Такое вот обстоятельство. Да, обстоятельство такое. Зачем же, Антон, зачем ты нам принесешь? От чего это? Зачем? Как уж видно, судьба. Нет, я вам скажу, часто что далеко, а на ус себе мотает. Мотает, не мотает, я вас, господа, уведомил. Артемий Филиппович, угодные заведения точно захотят поглядеть. Но такие, чтобы чистые были увольны. Может, и чистые надеетесь. И нехорошо, что у вас нет понятия, кто когда заболел, что за болезнь. У нас насчет ночевания свои меры. Помрет, так помрет. Выздоровеет, так выздоровеет. Вот и навязался им проклято проклятие. Вдруг заглянет, а вы здесь вырушите. Вот что хуже. Чрезвычайные происшествия, неожиданные известия. Что? Помнил, что мешаете государству. Да говорите ради Бога, что такое? У меня сердце не на месте. Что добрались?
я. Как можно? Вы это так изволите говорить для комплимента? Прошу покорно садиться. Возле вас стоят две счастья. Впрочем, если вы уже хотите, я сяду. Как я счастлив, что непременно я... Что я... Как можно? Помилуйте, я не дам себе примерный свой счет. Я думаю, вам после столицы проезжалка показалась очень неприятной. Чрезвычайно неприятно. В самом деле, как вам должно быть приятно? Впрочем, сударыня, мне в эту минуту еще приятнее. Вы делаете много чести, я этого не заслуживаю. Чего же не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете. Я живу в деревне. Да, деревня. Вот он тоже имеет свои переговорки. Ну, конечно, тоже родился в Петербурге. Ах, так Петербург. Что за жизнь права? Я сами вышпил в грузу. Так вы и пишете? Как это должно быть меня вам сочинить? Я признаю, я литература существует. У меня дом первый в Петербурге. Я думаю, с каким там вкусом все это великолепие. Просто не говорите. Я всякий день на балах. У нас там министр составился. Министр иностранных дел. Французский посланник, немецкий и английский посланник. И я. Даже мое имя пишут в пакетах. Ваше превосходительство. Но я же ведь не люблю. Я не всем здравствуй. Стал им здравствуй. Я сам даже Государственный совет боится. Что такое? Чего я беру? Все, стоп. Вашество превосходительство. Извольте отдохнуть. Что отдохнуть? Извольте готов отдохнуть. Удивительное дело, господа. Чиновник, которого вы приняли за ревизора, был не ревизор. Как не ревизор? Совсем не ревизор. Я узнал это из письма. С какого письма? Из собственного его письма. Приносит ко мне на почту письмо. Взял, да и распечатал. Сам не знаю. Естественная сила побудила. В одном руке слышу распечатать, а в другом руке и распечатанное пропадешь. Что же? В том и дело, что ни ревизор, ни то, ни сё. Как не все не то? Как смеете называть его ни тем, ни сем? Читайте. Читайте. Спешу уведомить тебя, душа моя Тряпочкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан. Так что трактирщик хотел меня было в тюрьму посадить, как вдруг по моей петербургской физиономии и по костюму весь город принял меня за генерал-губернатора. Я теперь живу у городничего, волочусь на прокладую, а его женой и дочери не решился только, с какой начать. Все мне дают взаймы
войсками. Привет, шановному поведению из Петербурга. Чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице